Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Надеюсь, меня слышно, видно. Если какие-то проблемы, не слышно, напишите, исправим. Это первый стрим в этом году, начавшемся в 2023. Уже есть темы, которые надо обсудить, хотя как бы вроде бы в последнем стриме в конце прошлого года подвели итоги, но уже есть новые, скажем так, темы для обсуждения. Уже случились события определенные, да. Самое первое событие уходящего года, которое произошло уже после стрима итогового, это, конечно же, постановление, которое внесли в Верховную Раду депутаты украинские о признании Республики Башкортостан независимым государством, да, суверенным и независимым государством. Отличная новость, сразу скажу, да, которая вдохновляет, что говорит о том, что мы ведем свою работу не зря. Действительно, это работа Башкирского национально-политического центра. Мы осенью, несколько месяцев назад, отправили обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что просим президента Украины рассмотреть вопрос о том, чтобы признать Республику Башкортостан оккупированной территорией. Тут даже пошли на большее. Они не только оккупированы, а уже внесли именно в Раду как признание независимой суверенного государства, да, Республики Башкортостан. Что это дает? Я уже об этом писал, говорил, да, но еще раз повторюсь. Что это дает нам? На что можно рассчитывать, на что нельзя рассчитывать, да, то есть не стоит рассчитывать. Первое, это дает нам, в краткосрочной перспективе это нам ничего не дает, абсолютно. Ну, только эффект, скажем так, хорошей новости, эффект того, что мы есть, нас слышат, что наша работа замечена, да, все. А так, больше как бы какого-то там юридического эффекта вообще ничего нету. Так вот, в краткосрочной перспективе ничего не дает, но в долгосрочной перспективе это дает признание, когда мы станем действительно реально независимым государством, а мы рано или поздно им станем. Нас уже, если действительно Украинская Рада примет такое постановление, Зеленский подпишет его, это будет говорить о том, что независимое суверенное государство Украины признает нас, да, независимым, суверенным, таким же равноправным суверенным государством. Вслед за ним начнут признавать другие государства. Я надеюсь, что это будут первые страны, такие балтийские страны, да, Эстония, Латвия, Литва, потом Польша, Чехия, ну и дальше Турция, вся остальная Европа, Америка и так далее. И тем самым мы войдем в семью цивилизованных государств, суверенных, независимых цивилизованных государств. Вот что дает признание твоей страны независимым суверенным государством со стороны другого государства независимого. Но это в долгосрочной перспективе. А так вообще, естественно, надо понимать, что нам свободу, конечно, никто не даст. Просто так. Хоть нас весь мир признает, пусть независимым государством, естественно, никакая Москва нам свободу не даст. Не отпустит нас никуда. Потому что это империя, они привыкли с нас выкачивать все соки, все наши природные ресурсы. И, соответственно, естественно, никуда не будут нас отпускать и будут нас до конца держать, пока мы, как народ, не ассимилируемся, не исчезнем. А наши природные ресурсы все не будут исчерпаны. Вот. Поэтому свободу нужно добиваться. Свободу нужно добиваться самим. Вполне возможно, ее придется добиваться через пот, через кровь. Вполне возможно, будут жертвы.
на пути к обретению свободы, но по-другому никак. Потому что свобода, она, а, если она далась очень легко, если ее, скажем так, подарили, да, как вот некоторым странам так бывает, сваливается свобода случайно, как правило, они ее не ценят. Они ее не ценят, и это можно, например, наблюдать за такими странами, как Белоруссия, Туркменистан, да, как они легко отказались от своей свободы, сейчас находятся под диктатором, который полностью, что хочет там, то и делает. А те страны, которые действительно сами завоевали свободу, понесли жертвы на пути к обретению свободы, они ценят свою свободу, они стараются не потерять ее, не отдавать в руки узурпаторам, каким-то, да, диктаторам. Вот балтийские страны, допустим, они всегда хотели быть свободными. И сегодня они прекрасно живут. Вот. Поэтому за свободу, я уверен, придется побороться. Впереди нас ждет гражданская война, скорее всего. Я, конечно, очень не хочу, чтобы она произошла, но, скорее всего, она будет. Надо быть к этому готовыми. Вот. И когда мы ее рано или поздно завоюем, свободу, уже к этому моменту другие страны мы будем признаны, да, признанными как независимые государства. Это нам будет проще уже потом, как я сказал, войти в цивилизованный мир независимых государств. Так что, как событие, да, это очень хорошее, важное, большое событие, что внесли. Еще нужно, конечно, чтобы его действительно рассмотрели, и приняли и признали таким нас как независимое государство. Напомню, что на сегодняшний момент только 3 республики из сегодняшней России внесены в Раду. Это Чеченская, это Татарстан и Башкортостан. Вот 3 республики. Ну, в принципе, так оно и есть, потому что эти 3 республики на сегодняшний день, я считаю, что являются флагманами борьбы за независимость, за свои права. Мы как-то еще боремся, трепыхаемся, да, то есть как-то пытаемся сохранить себя, обозначить себя, что мы все-таки государство, что у нас есть сильные народы, сильные истории. Вот. Следующее, что хотел обсудить, это результаты переписи населения. Результаты переписи населения опубликовали в конце года. И какие можно подвести итоги, да, то есть до этого последняя перепись была в 2010 году, прошло, получается, 11 лет. Что башкиры получили, да, то есть за эти 11 лет? Мы уменьшились обратно. Но сразу оговорюсь, что я этой переписи особо не верю. Скорее всего, нам действительно, не скорее всего, а нам обязательно надо будет проводить свою перепись населения после того, как мы станем независимыми. Обязательно пересчитаем полностью, честно, сколько башкир, сколько других народов проживает на территории Республики Башкортостан. Полностью надо будет все переписать. Потому что я уверен, что были фальсификации, были приписки и так далее. Я уверен, что вот по переписи, вот этой по последней переписи 2021 года, русских в Республике Башкортостан стало очень много, да, то есть выросло. Ну, не очень много, но выросло их в количестве, да, по Республике Башкортостан. Я в это не верю. Я считаю, что их стало меньше. Почему? Потому что я знаю на многих примерах, что русские уезжали из Республики Башкортостан, переезжали там в другие российские крупные города, там Москву, Санкт-Петербург, за границу уезжали, ну и так далее. Я знаю, что татар стало меньше, хотя татары вновь обвиняют, конечно, башкирские власти в том, что это они искусственно занизили и так далее. Может быть, не спорю. Хотя я знаю, что и татар тоже очень много уехало в Казань. Действительно, это так, это надо признать. А то, что башкир увеличилось на 100 тысяч, я в это не верю. Вполне возможно, нас стало больше, но не на 100 тысяч. Это слишком много, поэтому я считаю, что, ну, это некорректные, неправильные цифры.
Такого не может быть, потому что во всех других областях, где проживали башкиры компактно, на территории исторического Башкортостана, там Челябинская область, Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Ханты-Мансийский округ, везде Саратовская, Самарская областя, везде башкиры уменьшились. Везде. И только в Башкортостане выросли. Да, конечно, можно подумать, посчитать, что якобы многие башкиры переехали в Республику Башкортостан, но я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что это так. Почему? Потому что в Республике Башкортостан самой, она сейчас экономически не такая благополучная республика, чтобы сюда переезжать. Сами башкиры уезжают на севера очень много, там на заработки. Поэтому из патриотических чувств, чтобы они приехали сюда, ну, возможно, но не так много. Скорее всего, вот когда Башкортостан станет независимым, тогда да, тогда действительно, я думаю, уверен, что приедут много башкир вернуться в Республику Башкортостан. Сейчас же пока я сомневаюсь, что такие процессы идут, и поэтому, когда нас увеличилось на 100 тысяч там, да, ну, у меня сомнения. Как бы сейчас, чтобы обо мне не говорили. Вот. Поэтому к такой переписи надо относиться скептически. По другим народам там вообще, допустим, кавказцы, они говорят, что они довольны переписью, потому что многие народы увеличились в численности. Допустим, чеченцы обошли башкир. Ну, что я, в принципе, об этом я говорил, предсказывал, да, что чеченцы обойдут нас. Чеченцы обошли башкир, вышли на третье место по численности среди коренных народов Российской Федерации. То есть на первом месте идут русские, потом идут татары. Мы были на третьем месте, башкиры. Сейчас мы переместились на четвертое. Третье место заняли чеченцы. Мы на четвертом месте. На четвертом месте раньше были чуваши. Сейчас они переместились на пятое место. Чуваши очень сильно потеряли в количестве. Очень сильно. Татары очень сильно потеряли. Я тоже сомневаюсь, что татары могли такую численность потерять. Скорее всего, тоже есть какие-то, наверное, приписки. Но татары у себя в Татарстане увеличились в численности. Не намного, но увеличились. А в других везде, как бы, районах очень сильно потеряли. Хотя, может быть, имеет и процесс ассимиляции. Потому что по переписи 2010 года я помню, что башкиры, как и чеченцы, два народа, которые меньше всего заключали браки с русскими были. Вот такая статистика была. А татары — это был народ, который наибольше всего заключал, ну, может быть, не первое место, но очень много браков между татарами и русскими действительно было. То есть этот народ вполне возможно и подвергся значительной ассимиляции. Вот. Так что... Ну, так как нам опираться больше не на что, других цифр и данных у нас нету по переписи, по численности национальностей тех или иных. Поэтому пока будем опираться на эту перепись. А когда мы станем независимым государством, мы, конечно, проведем свою перепись. Вот. Следующее, что я хотел о чем поговорить, потом уже начнем отвечать на вопросы. Это 10 января состоится суд по Кармаскалинскому делу, по знаменитому. Напомню, кто не знает, это в 2020 году, сразу после куштауских событий, там где-то через месяц, несколько десятков, да, ребят поехали разговаривать в Кармаскалы, плов покушать, пообщаться, были задержаны, скажем так, сотрудниками ГРОМ, по-моему, спецподразделение ГРОМ, это МВД, Центр по борьбе с экстремизмом, ну там, в общем, все были. Они там разбивали ребятам машины, избили их всех, арестовали что-то там около 50 или 70 человек, в общем. И в итоге после этого завели уголовное дело на 4 ребят, все это защитники Куштау. Вот, спасибо за донаты от Азатвык. И их арестовали, их посадили в тюрьму, да, следствие шло очень долго, там они больше полугода находились в тюрьме, им подкинули оружие, всем, да, то есть 4.
В итоге потом под давлением общественности вынуждены были отпустить под подписку о невыезде. Сейчас они все находятся на свободе пока, да, но под подпиской о невыезде. И вот 10 января все-таки должен состояться суд. Его перенесли, он должен был быть в конце, по-моему, 28 декабря. Перенесли на 10 декабря. Я уверен, что из-за общественности, из-за шума, который поднялся, потому что очень много людей собиралось приехать. Очень много людей собиралось приехать, поддержать наших ребят. Я уверен, что 10 января приедет очень много. Я надеюсь, я призываю всех неравнодушных, всех, кто защищал Куштау. Все знают этих ребят. Эти ребята сделали очень много для защиты Куштау. Это Ильнур Кенесаров, это Раиль Абкадиров, это Рустам Аманов, это Марат Шарафудинов. Все эти 4 парня, все они защитники Куштау. Все они были когда-то в организации Башкорт. Рустам Аманов, Ильнур Кенесаров, они активные борцы с алкоголем, устраивали рейды, да, антиалкогольные. В общем, все они спортивные ребята, все они, никто из них не пьет, алкоголь не употребляет, нормальные ребята. Это обычная месть со стороны правительства Республики Башкортостан, со стороны Хабирова, а также со стороны, конечно же, силовых структур. Месть за Куштау, за то унижение, которое понес Хабиров там, за то унижение, которое понесли менты там, и они были избиты, как сволочи последние там на Куштау, да, и они не могли это унижение простить. Хабиров стоял там перед огромной толпой, мокрый весь от дождя, извинялся, просил мира. Для них это, естественно, было унижение. Столько лет они себя чувствовали хозяевами жизни, и тут они вынуждены были просить мира, да, просить прощения практически, можно сказать. Естественно, они это не могли забыть, не могли простить, и вот так это они мстят. Мстят, хотя Хабиров там еще в толпе на Куштау обещал, что никаких репрессий не будет, но уже на второй, на третий день он свое обещание не исполнил, потому что за день до того, когда мы Куштау отбили, когда было нападение на Куштау со стороны вот этих вот Росгвардии, ОМОНа, тетушек, тогда было арестовано и задержано около 70 наших ребят, да, защитников Куштау. Никого из них не выпустили. Все они, кто-то отсидел там по несколько суток, по 15 суток. Никого не выпустили, хотя Хабиров обещал. Так что это говорит о том, что им верить нельзя. А какие прогнозы по кармаскалинским нашим ребятам? Я считаю, что прогнозы неутешительные. Я не верю в чудо. Я уверен, думаю, что, скорее всего, их посадят. Реальные сроки будут. Вот. Ну, злее будем. Вот это я хотел. Так что, ребята, кто в Республике Башкортостан, у кого будет время, приезжайте. Приезжайте, поддержите. Чем вас будет больше, это вот эта поддержка, когда стоит за окном 1000 человек, это очень сильно влияет на психологию вот этих судей. Они начинают нервничать. Менты, которые там будут в охране, они все будут нервничать. Они все будут бояться. Потому что они знают, что такое толпа, что такое сила башкирская, да? Мы это прекрасно показали и неоднократно. Поэтому приезжайте, поддержите. Еще о чем хотел я поговорить. В начале этого года, в первых уже числах, прошла такая информация о том, что ждет в России, намечается вторая волна мобилизации. Я давно об этом говорил. Об этом первый сказал сейчас, уже после Нового года официально заявил министр обороны Украины Резник. Я считаю, что нет оснований ему не доверять, потому что до этого он не был замечен в каких-то там лживой информации непроверенной. Скорее всего, у них есть информация такая, и, скорее всего, действительно мобилизация нас всех ждет. Вот.
что делать? Естественно, если посмотреть, да, по первой волне мобилизации, как пошли, безропотно многие пошли, с песнями, с плясками, да. Сейчас посмотрите, сколько обращений со стороны, с их стороны самих, где они жалуются, что плохо кормят, плохое обмундирование, ржавые автоматы, что их там брали артиллеристами, отправляют на фронт, на передовую, что там, ну, все плохо, мерзнут и так далее. Жены сколько жалуются, да, денег не платят, кидают и так далее. Кого-то не выпускают, вроде как отслужили там свои там 3 месяца, должны прийти в отпуск, назад не отпускают и так далее. Но это то, что есть. Это то, что есть, и по-другому, а вы как хотели? Там вас встретят с цветами, что ли, там предоставят лучше, все лучше дадут, что ли? Ничего подобного. Это Россия. То же самое будет ждать и вторую волну. Ну, еще как бы замечу, что очень много людей погибло среди мобилизованных. Очень много людей уже, да? Пожалуйста, там, да, на Новый год с Макеевки, в Макеевке, да, то есть с Самары. Сразу же там 100 с лишним человек. Одним ударом. Раз и нету. То есть целый город, целая область Самарская потеряла там огромное количество своих отцов, братьев, мужей, сыновей. Это война, и Россия ее первая начала. Она несет всю ответственность за это. Поэтому начнется вторая волна мобилизации. Я еще раз призываю людей думать, в первую очередь, головой. Не, конечно же, не брать никакую повестку. Пока еще я еще ни одного человека не видел, чтобы кого-то там под дулом автомата ввели бы на фронт в Украину, да. Ни одного человека не видел, которому дали бы реальный срок за то, что он отказался ехать в Украину воевать. Ни одного еще пока не было. Я надеюсь, что это будет хороший стимул для того, чтобы отказаться. Чтобы найти в себе силы и мужество отказаться. Не ехать. Нечего там делать, это не наша война. Где находится Украина, где находится Башкортостан? Несколько тысяч километров отделяет нас. Что сделал нам украинский народ, нам, башкирам, что он сделал? Народ, который живет за несколько тысяч километров, что он мог нам сделать? Ничего абсолютно. Нам вообще ничего не угрожает со стороны Украины. Тогда почему мы должны ехать? Только потому, что в Кремле там какой-то там свихнувшийся дед сказал о том, что надо ехать там, да, что там якобы нацисты, что мы русский мир идем устанавливать, возвращать там исконные территории. Куда возвращать? Зачем их присоединять? Мы и так самая большая страна в мире. У нас огромная территория, которая оставлена без внимания. Нет дорог. Многие села загибаются. Вон, посмотрите, в Башкортостане сейчас сколько снега завалило, никак расчистить не могут. Сами у себя порядок не можем навести, а все хотим присоединить еще какие-то земли дополнительные. Но пусть Путин сам берет, он вместе с Шойгу автоматы и пусть идет воевать. Почему башкиры должны? У нас есть своя земля, когда говорят, там, мы защищаем свою родину. Нет, наша родина это Башкортостан. Россия нам не родина. Москва нам не родина. Абсолютно. Не надо вот эти путать разные понятия. И когда вот наши российские, башкирские пропагандисты там пытаются вдохнуть в наших там башкир какую-то там силу духа, там боевой, вот мы же воинственный народ, мы всегда воевали, мы сейчас должны ехать воевать. Никому мы ничего не должны. Пусть сами едут вот эти пропагандисты. Пусть Ильгиз Султан Муратов едет, пусть Юлдаш Юсупов едет, пусть они сами едут, но они ни хрена не едут. Ильгиз Султан Муратов приехал там, пофоткался возле БМП и приехал обратно. Зато отправил на фронт Фаниса Хусаинова, да, вот этого вот распиаренного башкирского Рэмбо. Парню запудрили мозги, сделали из него героя, супергероя, хотя, как пишут сослуживцы, которые с ним воевали, ничего подобного не совершал, никаких там БМП не угонял, ничего не было этого. Но из него сделали героя, пригласили его там на телевидение, купался человек в лучах славы, приехал человек в отпуск, он мог все, больше насмотревшись, что там есть,
что он там видел, он мог больше просто не ехать никуда, расторгнуть контракт. Но он уже не мог этого не делать. Почему? Потому что его толкали туда вот эти пропагандисты. Ты герой, ты молодец, ты Рэмбо наш. И он уже не мог не отказаться ехать. Понимаете, он уже стал каким-то, знаешь, из него вот этой пустоты слепили героя, и он вынужден был поехать. И в итоге что? То есть вот этими карикатуристы, вот это, да, Камиль Бузыкаев, там, студия Муха, как они там рисовали всякие комиксы, там, да, он там был героем главным. Они-то получили деньги за это, они срубили за это бабки, Камиль Бузыкаев, все остальные. А человек умер. Сейчас эти свои бабки там проедают в ресторанах, а в семье у Хусаинова горе, мать плачет. Это что, нормально, что ли? Пусть Камиль Бузыкаев вместе с Султан Муратом, который брал у него интервью и называл его там башкирским Рэмбо, пусть вместе берут автоматы и едут. Вот хуже некуда, хуже нет людей, это пропагандисты, которые толкают людей на эту смерть, на эту войну. Вот хуже них никого нету. Потому что сами они не воюют. Они воюют через слово, через свой язык, через свои действия. И с них, конечно, будет спрос. Да, они меня ненавидят, конечно, они там максимально стараются очернить меня и так далее. Но я так говорю правду, а они лгут. Какие в Украине нацисты? Где? Кто? Зеленский, что ли, нацист? Еврей по национальности. Как он может быть нацистом? Так что вот этот вот мобилизация, вот эта мобилизация, которая будет, я уверен, что она скоро будет, скоро начнется. Делать там нечего. Егеттер, бармағыдан да, йөрмәгез, бұл біздің хуш түгел. Так что максимально избегайте, не берите повестки, уезжайте пока еще возможно, но, как говорят, закроют все границы, так что пока еще есть такая возможность, нужно уезжать. Вот. Ну или уходить в подполье, у кого есть возможность такая, есть потребность в этом. Уходить в подполье, организовывать сопротивление. Рано или поздно эта страна, все. Я уверен, что вот этот год, 2023, который начался, он покажет, он обнажит конец. Уже будет виден конец. Будут видны очертания конца этого государства, этой недоимперии. В 2023 году уже этот год, в этом году все станет всем ясно. Я думаю, что уже в мае, в июне конкретно произойдут большие такие серьезные события на фронте, которые нам уже покажут всю кончину этой империи. Вот. Многие поймут, осознают, да, что конец близок, что скоро многих ждет суд, всех вот этих пропагандистов, кто толкал на войну, Хабирова, всю его приближенную команду, Бадранов и так далее. Всех их ждет суд. Будет ждать суд, народный суд, международный кого-то будет суд ждать там в Гааге. Хабиров, я уверен, туда поедет, как преступник. Так что... А остальной народ, я думаю, что уже в ближайшее время получит независимость. И мы, Республика Башкортостан, станет самостоятельным независимым государством. И теперь перейду к такой теме, что Башкирский национально-политический центр в конце года опубликовал проект свой независимого свободного Башкортостана. Кто не успел посмотреть, посмотрите. Он опубликован и на сайте Башнацполит, и в телеграм-канале Башнацполит прикреплен сверху, да, можете посмотреть. Там мы показали ту республику, тот Башкортостан, который мы видим, который бы мы хотели, чтобы он таким стал, когда он получит независимость. Мы видим ее парламентской республикой, потому что считаем, что президентская республика, президентская форма правления нам уже показала, что власть очень легко узурпировать. Поэтому, ну и вообще парламентская форма правления, она более присуща характеру башкир, который собирался раньше, да, в истории, мы прекрасно знаем, собирался на Яинах и решал самые важные вопросы башкирского народа, там, сообща, вместе.
Каждый мужчина имел из рода своего, да, Раудан, голос. У каждого была камча в руке. То есть вот человек, мужчина, который держал камчу, он имел голос. Когда они голосовали, он поднимал камчу вверх, тем самым выражал свою волю. Вот. На этих иинах решались вопросы войны и мира, вопросы разделения земли, пастбищ, вот, ну и так далее, да. И вот это мы вопросы решали коллективно всегда. И я уверен, что парламентская форма управления как раз и присуща нашему характеру. Мы видим Республику Башкортостан светским государством, где религия будет отделена от власти. Конечно, мы остаемся мусульманской республикой, где 2/3 населения мусульмане, где уже не будет никакого вмешательства со стороны власти в религиозные дела. Дум РБ будет выбирать сам себе муфтиев, сам будет назначать муллами, в мечетях, хазратами. Никто не будет, никакой ФСБ не будет, у нас не будет никакого ФСБ, никакие спецслужбы не будут вмешиваться в работу религиозных организаций. Все религии будут разрешены в Республике Башкортостан, все те, которые не будут угрожать целостности Республики Башкортостан и ее конституционному строю. Так что, я думаю, с этим понятно, да? Как будет происходить? После того, как час Х наступит, в Республике Башкортостан, в первую очередь, будет образовано временное правительство из гражданского общества Республики Башкортостан, из наиболее активных, наиболее умных, наиболее честных людей. Временное правительство, которое временно возьмет власть в свои руки и назначит дату выборов. Одновременно с этим можно будет, то есть откроются все партии республиканские. Если у нас в 90-х годах можно было, да, осуществлять деятельность региональных партий, политических, национальных партий, да, республиканских, Путин потом запретил, да, как пришел к власти, все эти региональные, национальные партии были запрещены. Так вот, мы откроем вновь все федеральные партии, такие как «Справедливая Россия», ЛДПР и так далее, они все будут запрещены, они будут ликвидированы. Такие партии, как «Единая Россия» и КПРФ, коммунистические, которые несут коммунистическую идеологию, они будут осуждены и запрещены полностью. В Республике Башкортостан будут действовать только республиканские партии. Республиканские партии, которые пройдут 5% барьер, проведут своих депутатов, своих представителей в парламент республики. Уже этот парламент сформирует новое правительство. Новое правительство выберет премьер-министра, президента, будет назначен Конституционный суд, Верховный суд Республики Башкортостан. И мы начнем жить как нормальное, свободное, независимое государство. Вот это первое, что нас ждет всех. Ну, конечно, будет люстрация. Многие считают, что люстрация — это вот сразу к стенке ставить. Нет, абсолютно нет. Все будет происходить. Естественно, те люди, из-за которых пострадали другие, мирные люди, простые граждане, которые были незаконно осуждены, убиты, то есть подвергались гонению и так далее. Все люди, которые были в этом замешаны, они все предстанут перед судом. И каждый получит по столько, сколько он заработал, да, всеми своими вот этими преступными деяниями. Все, я думаю, что они будут нести свое наказание на территории Республики Башкортостан. У нас работы для них много, нужно будет восстанавливать дороги, работать на благо Республики Башкортостан. Работы хватит им всем. Вот. Это те, от которых пострадали люди. Другие же, которые фальсифицировали, которые, скажем так, были винтиками, да, в этой всей преступной машине,
они пройдут через иллюстрацию тем, что они будут отстранены от власти. Многим будет на 10, на 15 лет запрещено занимать руководящие посты, преподавать и так далее. То есть обязательно нужно будет пройти иллюстрацию. Иначе, то есть все вот эти вот люди, которые сегодня участвуют, вот, скажем так, в этой преступной власти, да, которые довели нашу страну вот до этого с конца, они все будут отстранены. Все они будут отстранены, уйдут в забвение, и на место них придут нормальные, честные люди, гражданское общество сами из своих рядов выведут честных, порядочных людей, которые займут места и в правительстве, и в полиции, и чиновнические, да, какие-то там места, структуры и так далее. Люстрация будет обязательно. Так что, если кто-то думает, что такое иллюстрация, я, наверное, объяснил. Вот. Что еще мы планируем? Да? Вооруженные силы. Конечно же, у Башкортостана будут свои вооруженные силы. Мы предлагаем, чтобы это была наполовину это была контрактная армия, профессионалы своего дела. И там, ну, наверное, первые 10-15 лет, когда еще Башкортостан будет слабый экономически, будут призывы. Будут призывы на военную службу на 2 года. Мы предлагаем не с 18, а с 20 лет, когда уже ребята более крепкие, более уже как бы сформировавшимся мировоззрением. И те люди, которые отслужили, они, скажем так, им будет уже разрешено после службы свободно приобретать оружие. Оружие будет в свободной продаже, потому что каждый защитник, каждый житель республики мужчина, житель республики Башкортостан в любой момент может стать защитником, должен стать защитником нашей республики. Украина прекрасно показала повод о том, что когда раздали всем автоматы, когда напали на страну, свободно всем раздали автоматы, и они влились в ряды там, да, самообороны и так далее. У нас также, но у нас это будет свободно продаваться оружие только тем, кто прошел вооруженную службу. Ну, службу вооруженной армии Республики Башкортостан. Вот. Естественно, мы заключим военные союзы с нашими, с тюркскими братьями, да, с Казахстаном, с Турцией. Наши офицеры, наверное, будут проходить обучение в турецких, скажем так, академиях военных. Я думаю, что турки нам помогут, потому что пример Азербайджана прекрасно показывает о том, что они помогли Азербайджану, и Азербайджан просто, отвоевал свои земли на Карабахе, да. Так что я думаю, что мы также, наверное, будем заключать союз с Турцией, с другими с Казахстаном, да, там, с Узбекистаном, с другими тюркскими странами. Экономика. Экономика, конечно, мы расписали не очень подробно, но что в первую очередь планируем делать? Мы планируем все те предприятия, наши стратегические предприятия Республики Башкортостан, такие как Башнефть, Салаватнефтьоргсинтез, Башмедь, ну и так далее, да, все эти стратегические предприятия, которые были уведены у нас мошенническими способами, все они будут возвращены. То есть будет создана комиссия, которая будет расследовать, как проходила приватизация, как происходила, да, то есть покупка, да, этих предприятий. И если будет доказано о том, что это все происходило нечестно, мошенническим путем, все они будут национализированы и возвращены в Республику Башкортостан, собственность государственную. Потом вновь они, конечно, пройдут через приватизацию, но у стратегических предприятий контрольный пакет останется в собственности Республики Башкортостан, собственности государства, таких как Башнефть, да, то есть вот Салаватнефтьоргсинтез, БСК Сода. Остальная часть будет продана, то есть, да, то есть, пожалуйста. Но стратегический пакет, контрольный пакет останется у Республики Башкортостан. Все остальные предприятия, которые были приватизированы, если они приватизированы были честно,
все законно. Естественно, они останутся у своих хозяев. Никто у них ничего отбирать не будет, потому что мы не собираемся погрязнуть тут в судебных делах там, да, потому что, естественно, если человек честно купил предприятие какое-то и успешно работает, никто у него ничего отнимать не будет. Вот, так что вот так планируется. Конечно же, мы заключим договоры со многими цивилизованными, развитыми странами, с их институтами, куда мы отправим наших за счет государства, наших лучших учеников. Еще раз говорю, это будет вне зависимости от национальности, русский ли это, чуваш ли это, башкир ли, без разницы нам. Мы будем отправлять в лучшие развитые страны, да, в лучшие институты мира за счет государства. С ними будет подписан контракт. Они пройдут там обучение и обязаны будут отработать на благо Республики Башкортостан, я не знаю, там 5 или 7 лет, допустим. А потом, конечно, они уже будут свободны от контракта, от договора имеется в виду. А так они, да, то есть за счет государства, так как они будут обучаться, проживать в этих странах, потом они должны будут все свои знания, которые они получат, вложить в Республику Башкортостан. Туризм. Естественно, наша Республика Башкортостан еще по-другому называется «Жемчужина Урала». Вторая Швейцария называется. У нас очень большие перспективы в развитии туризма. Будем делать ставку на это. Будем развивать туризм мировой, чтобы со всего мира к нам ехали отдыхать. У нас все для этого есть. Прекрасная природа, горы, реки, да, водопады и так далее. Экономика. Ну и вообще, как бы, конечно, там много что написано. То есть, еще раз говорю, зайдите, почитайте. Территориальное устройство. Мы собираемся Республику Башкортостан укрупнить вот из того административного устройства, которое сегодня имеется, там, по-моему, 54 района, если не ошибаюсь, да, мы собираемся укрупнить их до 20, и это будут названы они будут не районы, а кантоны. Прошу не путать с кантональной системой 19 века, когда у нас было башкирское казачество. Нет, просто они будут называться кантонами. То есть вместо районов будет название кантоны по территориальному устройству Первой Башкирской республики, да, Башкортостана, Заки Валиди, который создавал, вот там тоже были кантональные деления. Вот, планируется там, если я не ошибаюсь, 22 кантона. В каждом кантоне будет свое, ну, то есть глава, избранный всем народом. Будет палата кантонов. Палата кантонов, куда вы, ну, это как вот по типу федерального собрания, да, Российской Федерации. Вот, туда будут отправлены представители с каждого кантона, по 2 человека, да, то есть один человек от главы кантона, один человек от избранный всеми жителями этого кантона. У нас будет по двухпалатный парламент в Республике Башкортостан. Нижняя палата это будет федеральное государственное госсобрание Курултай, где будут депутаты от партии, да, и верхняя палата это будет палата кантонов. Так что, ну вот так вот мы, в общем, сейчас я подробно вам все это не смогу рассказать, да и времени не хватит. Зайдите, почитайте, посмотрите, хотелось бы услышать ваши мнения. Мы уже обсуждали его среди лидеров башкирского национального движения, среди аксакалов, практически все поддержали этот проект. Других проектов пока никто не предоставил. Будут другие проекты, будем их обсуждать. Вот. Ну, думаю, что на этом, наверное, как бы закончу. Сейчас буду отвечать на вопросы. Так. Секунду. Как относишься к декоммунизации Башкортостана? Ну, я уже сказал, да, что коммунистическая партия
будет осуждена и запрещена за все те преступления, которые она совершила перед башкирским народом. Мы не забыли тот геноцид, который они провели над нами под названием Лурасык, да, большой вот этот голодомор, который в 21 году, когда погибло как минимум 1/3 населения башкирского. Никто это не забыл, никто это не собирается прощать. Мы не забыли, как они расстреляли всю нашу интеллигенцию, наше духовенство, как они уничтожили всех лидеров наших башкирского национального движения. Никто это не забыл, как они раскулачили огромное количество башкир, загнали там, да, в лагеря. Никто этого ничего не забыл, никто это не собирается прощать, естественно. Все эта идеология должна быть, человеконенавистническая идеология коммунистическая будет запрещена. Допустим, здесь, в Литве я живу, здесь вообще коммунистическая идеология запрещена, а символы коммунизма запрещены, вот это вот, да, то есть серп, молот и так далее, звезда, все это здесь запрещено. За это могут срок дать. Так, здравствуйте. Я нейтрально отношусь к независимости Башкортостана, но из-за отставания нашей нации. Но вопрос, как Башкортостан будет способен поддерживать свою независимость, если он будет в анклаве РФ? Еще раз объясняю, что те люди, которые постоянно спрашивают, как будет Башкортостан независимым, как он будет независимым, если он находится внутри России. Не будет никакой России. Вот той России, которую вы сейчас привыкли видеть, ее не будет. Будет несколько десятков независимых государств. Вокруг нас будет со стороны Запада Татарстан независимый. На севере и на востоке, скорее всего, будет независимая Уральская республика. На юге будет либо, если они все-таки образуются, это будет Оренбургская республика. Если они так и не смогут реализовать свое право на самоопределение, да, и что-то сделать, то значит судьба Оренбургской области будет решена между соседними республиками, такими как Татарстан, Башкортостан и Уральская республика. Есть такая договоренность о том, что если Оренбургская область не определится со своей государственностью, значит мы забираем себе Кувандыкский коридор, Кувандыкский район, чтобы выйти на Казахстан. Представители Уральской республики с этим согласны. Часть Оренбургской области они заберут, восточную часть. Часть достанется Татарстану. Нам много, возможно, Татарстан, возможно, к какому-то другому образованию, не знаю. Нам не надо всю Оренбургскую область, нам не надо огромное количество земель, которые населены русским населением. Нам достаточно вот Кувандыкский коридор. Почему? Вот многие говорят там, да, то есть нам нужно вернуть исторически наши земли, там, да, вот этот Карт-Буре постоянно об этом говорит, что мы должны вернуть весь исторический Башкортостан. Я еще раз повторяю, все эти земли на сегодняшний день заселены огромным количеством русского населения. Если мы все присоединим их к Республике Башкортостан, сейчас мы занимаем 30% населения башкиры, да. Если мы их присоединим, то в этом огромном Башкортостане, еще не факт, что он будет называться Башкортостан, башкиры будут составлять менее 10% населения, все остальное будет русское население. И я сомневаюсь, что у нас будут какие-то полномочия и права. Навряд ли. Вот. И мы уже просто ассимилируемся еще быстрее в таком государственном образовании. Поэтому нам надо брать только те территории, в которых действительно компактно проживают башкиры, а это Кувандыкский район. И все, этого достаточно. Этого достаточно. А еще раз говорю, что того государственного образования под названием Российской Федерации ее просто не будет. Поэтому, когда говорят, как вы видите Башкортостан, если он будет в анклаве, так и вижу. Так, если вы поддержите Башкортостан в нынешних ее границах. Да, я поддерживаю. Но вопрос с Кувандыкским коридором все-таки мы будем решать. Но пока остановимся, конечно, на своих границах. В дальнейшем через мир, через договоренность,
через договоры будем решать. Никаких войн ни с кем не будет. Нас и так мало, чтобы воевать за земли. И многие, когда говорят, что надо вернуть земли исторического Башкортостана, это наши земли, земли наших предков. Вот практически у каждой нации крупной были когда-то огромные территории свои. У Франции, у Англии, возьмите Англию, да, это же целая империя была. Сегодня огромное количество стран англоговорящих, такие как Австралия, Канада, США, Новая Зеландия, пожалуйста, живут независимо, и никакая Англия не страдает имперским сознанием, что надо вернуть эти земли. Нет. Литва, раньше Великое княжество Литовское простиралось, сегодняшний Псков, Смоленск, часть Белоруссии, часть Украины входила в это государство. Литва не претендует на эти земли, не говорит, надо нам вернуть, потому что они прекрасно понимают, что это невозможно. Они давно заселены другими народами. Ну, исторически так сложилось. И как ты вернешь это? Что ты будешь воевать, свой народ будешь убивать, пытаясь вернуть земли, которые заселены другими народами. Турция то же самое. Была империя огромная. Ужалась моноэтническую такую вот страну. И отпустила другие страны. Отпустила другие земли. А ведь и были и Болгария там, да, то есть и Сербия, и Молдова когда-то там. Все это было под Турцией. Греция. Поэтому, когда говорят, да, вот нам надо вернуть, подумайте, во что это выльется для башкир. Потому что вы не просто земли хотите присоединить, вы присоединить хотите земли, населенные уже сегодня на 90 с лишним процентов русскими. То есть вы будете присоединять земли с русскими вместе. А хотят ли они присоединиться? А если они за оружие возьмутся? Что, будем воевать? Как вы вообще все это видите? Так. Салам алейкум, Едиге. Валейкум ассалам, брат. Оренбур должен хоть частично, но включен в Республику Башкортостан. Да, я только что об этом говорил по поводу Кувандыкского коридора. Так. Руслан, если объявят, народ-то не пойдет уж против правительства, люди будут думать, вам стоит подключиться к противостоянию и направить народ на гнев, это наш шанс. Будем работать для того, чтобы донести до народа о том, что это не наша война и никакая мобилизация нам не нужна, конечно же. Руслан, когда борьба начнется, вернешься ли ты в республику и будешь с народом бороться? Да, я, конечно, собираюсь вернуться, как только наступит час X, я собираюсь вернуться в республику Башкортостан. Естественно, я не собираюсь ни возглавлять никакое правительство, никаким президентом я не собираюсь быть. Есть более достойные, более умные люди, более подготовленные для управления. Я себя, еще раз повторю, что я себя вижу как таран, который разобьет эту систему и даст свободу нашему народу, нашей республике. А уже, я думаю, что компетентные люди найдутся, которые будут управлять нашей республикой, умно управлять, грамотно управлять. У меня таких способностей, наверное, нету, я все-таки считаю. Так, да, лидеров появится очень много лидеров. Когда происходят такие большие смутные революционные события, из народа выходят такие яркие личности, которые до этого не были замечены. И я уверен, что и появятся новые лидеры, новые лица. И старые есть яркие личности, да, которых мы все знаем, имена не буду называть, они есть. Но я думаю, что в честной конкурентной борьбе будет проходить борьба за пост, за власть в Республике Башкортостан. Как относишься к названию Башкирия? Сложный вопрос. Мы, башкиры, не любим, когда Башкортостан называют Башкирией. Но в то же время Башкирия, конечно, называли у нас всегда нашу страну, еще до того, как появилось вообще название Башкортостан в 17 году. И я здесь замечаю, что вот многие иностранцы не могут произнести слово Башкортостан. Вообще никак не могут. Башкирия для них легко звучит. Возможно, да, но я сейчас не хочу об этом рассуждать. Это будет принимать правительство, это принимать будет народ, и через референдум
какое название будет у республики. Башкирия или Башкортостан останется. Но Башкортостан, конечно, очень многим тяжело произносить. Хотя я, конечно, за то, чтобы Башкортостан остался. Сегодняшние русские, вполне проживающие в республике Башкортостан, вполне свободно могут произносить полностью правильное название Башкортостан. Вот. Так. Гражданская война затянется, это будут тяжелые годы, года 2 минимум. Да, скорее всего, нас, я говорю, ждут первые несколько лет тяжелые, но цена свободы она такая. Нас ждут первые годы тяжелые, экономически тяжелые будут. Но мы сейчас с каждым годом все хуже и хуже живем. Уж лучше в своей независимой, свободной стране затянуть пояса, сжать зубы, но сделать свою республику независимой, где мы будем сами управлять своей экономикой, своими доходами, да, от республики Башкортостан, сами будем распределять. И очень быстро, я уверен, у нас экономический потенциал очень сильный, и мы очень быстро восстановимся и станем при грамотном, мудром управлении, если будут управлять профессионалы, мы уверены, что мы быстро восстановимся и станем достаточно богатой, стабильной страной. Это вообще я не сомневаюсь нисколько. Видя, вот, допустим, ту же самую Литву здесь. Здесь нет никаких природных ресурсов, абсолютно никаких нету. Но очень достойно живут люди, очень достойно. И я вижу, что независимость несет для этой страны. Они восстановили свой язык, они полностью независимы, у них есть хорошие вооруженные силы, они достаточно живут богато, здесь средний класс очень сильный. Здесь ни одной нету машины, там, вот, как у нас там в России. Ну, отечественных вообще, конечно, имеется в виду российских машин, вообще не видел, нету. Таких машин, как там, у нас их много, да, то есть Daewoo Nexia, там, Renault Symbol, Renault там, ну, таксисты, да, на которых там ездят постоянно. Таких машин вообще нету здесь. Здесь начиная минимум от Volkswagen, Polo и выше пошло. То есть средний класс достаточно сильный. И я еще раз говорю, здесь никаких природных ресурсов нету. Сами всю экономику смогли построить. Но первое время они были в блокаде от России, от Советского Союза, когда получили независимость. Там перекрыли им газ, там перекрыли там много чего там, да, трубы. И они зимой здесь, литовцы мне рассказывали, мы, говорит, зимой, говорит, мерзли, в шубах ходили, но мы, говорит, боролись за свою независимость и смогли построить свою республику. Так что независимость, она просто так, я еще раз говорю, легко не дается. Люди начнут больше ценить ее. А жить мы будем, я уверен, что очень хорошо. Так. Будут ли присоединены соседние башкирские земли, Пермские, Свердловские, Оренбургские? Нет, не будут. Так. Я еще раз говорю, если Республика Башкортостан, допустим, да, за 50 лет независимости станет успешной, цивилизованной, высокоразвитой страной, в которой будут очень высокие доходы, в котором жители будут жить богато, сами соседние области захотят к нам присоединиться. Сами будут проситься. Возьмите нас в состав, мы хотим стать башкирами. Сами будут проситься. Завоевывая кого-то других, присоединяя силой, мы только, наоборот, экономически отстанем на много-много лет, потеряем огромное количество людей, своих мужчин, здоровых, крепких мужчин, да, как погибнут на поле боя. Это нам не надо, это не наш путь. Посмотрите на примеры других стран. Войны насколько, скажем так, откинули развитие государств. Так. Наложены ли санкции на родственников Хабирова и имущество в Австрии? Мы работаем над этим. Мы хотим, чтобы были наложены санкции не только на самого Хабирова. На Хабирова с нашей тоже помощью уже наложены санкции. Англия наложила санкции на них.
Чехия наложила санкции на Хабирова. И надеемся, что другие страны скоро присоединятся и также наложат санкции на Хабирова, на всю его семью, ну и, возможно, на его родственников, да. Будем над этим работать. Так. Ну, как всегда, много всяких ботов набежало. Каждый раз вспомни, пожалуйста, про Лилию Чанышева, Айрата Дильмухаметова и Эрмилю Саитова. Да, конечно, это, скажем так, достойные уважения люди. Айрат Дильмухаметов это узник совести, да, башкирский человек, который сидит за свои убеждения. Лилия Чанышева то же самое. Армиля Саитова, к счастью, уже освободилась, но она очень активно ведет свою деятельность. Я за нее боюсь, переживаю. Мне несколько раз говорили о том, что на нее ведется охота, что ее, скорее всего, могут посадить. Вот. Но человек сам выбирает свой путь. Айрат Дильмухаметов такой же, сам выбирает свой путь. Я вот уехал, я выбрал другой путь, да. Я считаю, что больше пользы могу принести здесь, отсюда, из-за рубежа, говорить правду и открыто о том, что происходит в Республике Башкортостан, об этой воровской системе. Вот. Айрат выбрал другой путь. Он выбрал путь политического узника, путь Нельсона Манделы, скажем так. Это тоже его выбор, уважаю я этот выбор. Лилия Чанышева, ну, она, конечно, да, она сторонница Навального. Если она откажется от всех своих убеждений, навальнистских убеждений, они говорили о том, что там языки не надо изучать в обязательном порядке, договора никакие не должны быть между там Республикой Башкортостан и центром. Если она откажется от всех этих убеждений и будет бороться именно за независимость Республики Башкортостан, то я думаю, что ее ждет большое политическое будущее после освобождения в Республике Башкортостан. Это очень умный, авторитетный, харизматичный человек. Если же она останется с убеждениями Навального, то, ну, я думаю, что... я сказал о том, что у нас федеральные партии будут запрещены, соответственно, и федеральная партия Навального тоже у нас будет запрещена. Так что, как политика, ее здесь не ждет успех, если она не откажется от идей Навального. Так, однако литовцы живут на дотациях ЕС, или это не так? Возможно, ЕС помогает, да, но и они и сами прекрасно здесь, у них огромное производство есть, IT-технологии хорошо развиты, хорошо живут. Так что нам тоже надо быть просто независимыми. Так. Руслан, какова вероятность того, что западные страны смогут оказать военную поддержку нашей молодой республике? Даже в случае часа Х мы продолжим оставаться в кольце, в Москва вооружит соседей. Так, уже подхожу к концу, буду закругляться. Мы надеемся, что западные страны нам окажут помощь. Будем, конечно, обращаться за помощью, в первую очередь, к нашим тюркским странам, братьям. Но в первую очередь надо надеяться на себя. Еще раз говорю, ни от кого не ждать помощи. В первую очередь надеяться на себя. Помогает только тем, кто сопротивляется. Если бы Украину взяли бы за 3 дня, и они бы не оказали никакого сопротивления, никто бы не помог бы ей. На это закрыли бы глаза, и сейчас Украина была бы, наверное, уже разделена, присоединена к России. Начали помогать ей только тогда, когда она оказала сопротивление. Жесткое сопротивление оказала, и весь мир понял, что этот народ не собирается сдаваться, он собирается защищаться, и после этого начали оказывать помощь. То же самое и с Башкортостаном будет. Если мы, жители Республики Башкортостан, будем бороться за свою независимость против Москвы, хотя в Москве, я уверен, будет не до нас, они там будут сами власть делить, но кто бы то ни было, будет посягать на нашу независимость, надо бороться в любом случае.
Будем бороться, нам будут помогать. У нас есть наши братья, тюркские братья. Я уверен, что они нам помогут. Казахстан очень хорошо, казахи очень хорошо к нам относятся. Я уверен, что они нам помогут. Так что, но в первую очередь надо самим, конечно, проявить характер. Так что все будет нормально, я думаю. Так, так, по мобилизации я уже сказал в самом начале. Так, Рахимова, Муртазу Губайдулович сильно осуждаешь или нет? Нет, не сильно я его осуждаю. А, Вообще надо, конечно, смотреть на всю его политическую деятельность. У него два этапа было, да. Первый этап это 90-е годы и 2000-е. Он сделал очень много для республики. Я его уважаю. Очень много сделал для республики. Поднял ее экономически. Кто не помнит, кто не знает, в 90-х годах наша республика Башкортостан была в числе десятки регионов-доноров. С помощью тех доходов, которые мы оставляли в республике Башкортостан, была проведена много где газификация, построены дороги, проложены там, да, теплосети и так далее. То есть много что было сделано для республики. Люди отправлялись учиться в зарубежные страны. Что было потом? Ну, потом просто была борьба между Москвой и Уфой, борьба за то, чтобы остаться у власти. Рахимов, к сожалению, ему надо было раньше оставить своего преемника вместо себя. Он это не сделал, до конца цеплялся, плюс его сын, скажем, да, то есть подвел очень сильно. Ну и чтобы остаться у власти. Его вот выборы 2003 года, да, мы все прекрасно помним. Тогда он проиграл выборы, конечно же. Чтобы остаться у власти, он поехал в Москву договариваться с Путиным. Пообещал, конечно, за это отдать весь башкирский ТЭК. Ему власть разрешили остаться у власти. Веремеенко, скажем так, уехал сразу, свернул все свои штабы, хотя он, конечно, выиграл практически выборы, да, он все свернул, уехал. В итоге Рахимов победил, но и Рахимов не отдал ТЭК. Сразу же не отдал ТЭК. Получается, выборы были в 2009 году, и только в 2008, по-моему, что ли, продали топливно-электрический комплекс Республики Башкортостан. И то не Москве. Продали Евтушенко, АФК-системы. Вот. На что, конечно же, власти Кремля были злые. Потом было смещение Рахимова. Ну, в общем, это очень долго, это нужно отдельный выпуск делать по Рахимову. Я его не осуждаю, что он мог сделать для Республики Башкортостан. Он сделал, хотя были очень сильные ошибки его. Сейчас уже судить о них, ну, что было, то было. Что делать? Надо просто извлекать ошибки, извлекать уроки, точнее, из ошибок и не допустить такого, чтобы в будущем Республика Башкортостан попала в зависимость от кого-то. Поэтому я и говорю, поэтому и нам не нужны президенты. Парламентская форма правления, и все, она будет, сможет спасти нашу республику от узурпации власти. Так что я надеюсь, что коротко ответил. Что же, в общем, сейчас в Башкортостане надо делать, чтобы те же «Хаммерсы» стали доступны для обороны? Ну, я думаю, что если будут деньги у нас, мы сможем купить эти у США, у Турции Байрактары, да, то есть у США Хаймерсы и так далее. Будут деньги, будет, если у нас хорошая профессиональная армия будет, я думаю, что все возможно. Главное, для этого нужна независимость. Так. Руслан, освещайте, пожалуйста, чаще роту Башкор, чтобы переросла в батальон. Я еще раз говорю, что я никакого отношения к этой роте Башкорт не имею. Я знаю, что она есть. Она
проходит обучение в рядах ВСУ. Я не знаю, возможно, уже принимает участие в боевых действиях, не знаю. Вот. Но я надеюсь, что действительно у нас вместо роты уже будет батальон, как можно больше туда поедут наших башкир воевать, потому что именно эти силы и станут основой нашей башкирской армии, когда Республика Башкортостан станет независимой. Я очень на это надеюсь, потому что, ну, просто так пропутинские силы не отдадут нам власть. Их придется выбивать, наверное, скорее всего, из их кресел. Так, ну все. Вопросы пока кончились. На этом, наверное, и стримы заканчиваем. Час уже прошел. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо тем, кто переводил донаты. Вы можете всегда оказать поддержку Башкирскому национально-политическому центру. До новых встреч. Хаублогат.